Кім мені преследует деген? Не айтам, кім мені артымдан преследует деген дейхем? Батырхан екен. Неме таңшыға мені преследуешь? Салам. Привет. Халха. Окей. Сымбыр? Сымбыр? Кім? 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 Это вторая жена, что ли? Кім ол? Я это видео вчера. На 15 минут опоздали. Ты это про себя? Батырхан, на 15 минут вы опоздали. Вы когда приехали, я уже здесь была вообще-то. Сопровождали? Нет, мен уже мында келіп тоқтағанда сағат ровно 2-ге почти сағат 5-те 6-ға сығып кеткенде мен бесен сабам, уландарды сабам, естірам, қорған ағастарды алам тегіне қарағыдар. Уландар наравне елкалар мынан. Представляете, мында где елки, где улян, непонятно. Представляете? Зато натуральная природа сразу. Натуральная природа. Мен саппасың. Думаешь? Большевик-то можно? Асқы сторын тышта қалдырып тұрып ұйықтап аталады. Мына, знаешь что? Альберт стабильно, Батырхан, Альберт стабильно айына бір, оша айтып Афремға кетті. Эсерге. Бірей мужиктармен, представляешь, каждый раз. Нормально тебе ойлағайна менде. Красавчик все. Можете позволить? Мен ешіп айына 5 тапқыр қасадым. Мында біреуге ұйықтап аталады. Мына Альберттен тобыл дүниеге. Ешітмен ақыр. Ешітмейдер. Это же Стелла Артура. Стелла. Міне қара. Алдын айтқан бәрі сөзі по пакету. Мен Милеушаның қасты. 2 пакет. Мен ялқты Милеуша менен. Ұйықтап аталады, қара. Альберт. Мен ерте тұрам деген, сағат уже туғы. Блин, ты, давай, вставай. Все. Давай, вставай. Мен ойлансам тегін дақын. А? Сағын. Вот на этот пакет. Пока выкидываем. Балық уже таштамайды. Это же Альберттің балығы. Мұндай немен таштамайды әргесі. Мұндай адықтарын да ашамағандары қыры. Мен халы берген, мене халы бердені. Что, много пили, что ли? А? А? А немеке саққа тұраңыз? А? Немеке? Хәл біткен просто. Немеше хал біткен? Мен кесе 5-те 6-ла кеттім, үзілен салам деп. А? Твои глаза. Ең сияқты ене. Неше үзілен сап маған? Блин, қоясың. Көздері алсы өтін алғағызына қышты. Алсан сәсің өтті. А? Триммер атқанда башын тағып тұрам бүгін. Ой, Алла! Сізден алда тұрам, вис сабам, вис іштейім. Какой там? Әде Батырхан тейсі өтхал. Ала Сүмбіл бірге сейхайым тей. Мұна сағатқа қасан батарея алып қояғын, Альберт. Залдағы бары үшін сағатқа батарея алып жүр, көпме айттым. А? Неме? Он такой смотрит, о, еще ертелі ұйықтарға. Алиот. Суға батарея қоймайыңдар әлі. Ну, фала. Бұл егіт Эрик. Бәдәніммен Таиландта бірге алып кәнінік. Альберттің собутылнігі. Трусы ғыбеқта ата. Біләғымі қадам біләм? Мұна. Трусым бұнда әліп қоған штативқа. Кельвин Клейн. Көрейін ма? Күті ялтырап ұйықтап ата. Әзір мен ол стативті алам, трусығыммен бірге әпірамы. Ошылай айтып, и установлю телефон. Эй, Эрик. Уфуля. Мен әлі айығы өтмеген. Әлі айығы өтмеген. Ана қара штативті Эриктің трусығын ұтыра. Без трусов неміштен әгеді анда. Мен не порядка на утро, сами был? Вообще ревности нет, веришь, нет? Верю. Мне даже айталар, Ашан Георгиевна там бізен айтқан, мен вообще 0 реакция болды. Әкин такая, о, контент. Мы тут чай пьем. Эрик, аккуратно, ты без трусов. Ты знаешь об этом? А? Кто меня раздел? А, ты в трико, что ли? Нифига себе. А ты видел, где твои трусы висят, Эрик? Вот они, вот здесь вот на штативе висят, вот. Это да. Кельвин Кляйн. Как они там оказались-то? Вчера же в баню мы ходили.
Уже пижама киген бит әле С той стороны, по-моему, одевает. Пижама. Пижама киген ул әдердән. Пижама вечеринка поход делал булган. Еще бер төстә кигәндер, күрәгезме? Доброе утро. Чё, как погуляли? Да вообще классно было, посидели вообще. Это, короче, друзья, помните, этого Эрика нет? Сейчас я вам напомню. В Таиланде мы с ним познакомились. Он еще прикинулся холостым, помните? И я его выложила в рубрику «Танышая». И представляете, я, значит, приезжаю домой. Тут, короче, на меня как его жена налетела. Говорит, ты что, говорит, мы нифига не в разводе. И он не холостой, говорит. Представляете? А этот Эрик говорит, я холостой, давай, выкладывай меня в рубрику «Танышая». И вот из-за него Я мне, знаете, как наболтал, попало? А? Я наболтал, короче, а Милюша попала. Да, он, короче, под каким-то, может, веществом был, я не знаю, там в Таиланде. Вот так вот бывает, доктор. Поэтому рубрика «Танышах» не всегда достоверная информация может там быть. Альберт, утын бүткән дә һуң. Ничек утын заказать итмәйһең ул? А ничек өйеп куймайһың? Ике одна. Нимештәйһең ул? Посуда яңмы? Эй, молодец. Шаптырдап посуда йөргән була. Он же дома, здесь хозяин. Это его вообще берлога. Вы заметили, у Альберта очень много берлог. Там у нас в дороге на своя берлога. Был Афренда, уже его берлога. А почему берлога? Не обманывай. Чего не обманывай? И там нельзя ничего жарить, и здесь ничего нельзя жарить. Нет, плита на хин алмаштырдыңмы? Вот я приехал, только его поменяю. Мен уже полгода это слышу, Альберт. Сәгаттың батареяһын алмаштыр. Плитаны по гарантии сдавать иттеле мин һиңа. Аман эштәмәйһең әйткән эштәрдә. Кунак кына булаһың. Да. Эштәрдә тоже эштәр кирәк вообще-то. Да. Ты что, рад, что домой вернулся? Вообще классно, погода классная, лето, блин. По жене Квадроцикл. соскучился? 2 года не было тебя с женой. И с ребенком. Ну, конечно, соскучился, что. Соскучился? Че? Сейчас потом опять меня будет звонить, удали сторис. Когда в Таиланде был, я его там наснимала целую кучу, да. Он потом меня звонит, такой, удали сторис. Все так делают. Сначала такие, давай, снимай. Я, короче, деловые, да? да, все такие, давай, я ничего не боюсь, давай, снимай. Я потом, короче, начинаю снимать. И должники, наверное, такие же, Да, да? и на следующий день начинают звонить, удали сторис, удали. Итак, друзья, зачем мы здесь собрались? Мы собрались для того, чтобы сделать обзор этого дома, потому что Батырхан обещал нам помочь продать этот дом. У него большой опыт, он же там в день строит по 2 дома и продает в день по 2 дома. Поэтому мы его попросили, говорим, Батырхан, давай помоги продать этот дом. Я не знаю, почему этот дом до сих пор не покупают. Вот, это удивительно, потому что Достар на самом деле это вообще в офигительном месте находится этот дом. Шмидтова такого дома больше нету и вы не найдете. Почему? Потому что, друзья, это, во-первых, тупиковая улица. Посмотрите, вот там уже лес, прикиньте, и вот наш дом. Второй момент. 10 соток участок. Такого большого участка вы больше нигде не найдете. По всему Шмидтова участки по 6, по 8, максимум по 8 соток. А это единственный 10 соток участок. Еще раз повторюсь. Тупиковая улица. Самый последний дом. Тишина, спокойствие. Вот здесь где-нибудь слышите какой-нибудь звук? Кроме наших голосов. Ничего. Только птички поют. Какая красота, да? И сейчас вот мы с Батырханом сделаем вам обзор этого дома. Батырхан уже профессионал. Он сейчас все расскажет, покажет. В коттеджных поселках у нас вокруг Уфы дом стоит. То тут, смотрите. Как все просторно. Ну и можно соседом стать, Милюша. Да. Афрейм. Да, Афрейм рядом. Можем Афрейм тоже продать. Если надо, вы Афрейм можете приобрести как гостевой домик. Прикиньте, вот приезжают к вам гости, вы у себя не заселяете, а прямо заселите вот в этот Афрейм. Там есть и баня, и сауна, и спальни. Красота, тишина. Вообще очень крутое место. Это ваше прямо, вот этот вот тупик весь ваш будет. Это будет просто бомбическое такое место для отдыха. Давай уже обзор дома, блин. Букмана булмай. Ой, блин, был белокатарин, башкұрттарыма свяжешься, это вообще улар говнистый, да. Менің келіндершім Айгүл, ну, говнистый түгел, ол единственный, который не говнистый. Ни хрена себе белокатасилер, ну-ка напишите ей, блин, в директ, что мы...
ана ведь айтам дейді белақатайсыздар нейдар матершинниктар. Но мына мен 2 белақатайда білем. Подожди, Мат да, или мат, блин. Ты человек искусства, ты не должен так разговаривать. Сейчас будет обзор с Батырханом, потому что Батырхан будет дом этот продавать, Алла Верха с его легкой руки быстро продастся Типульзаем, поэтому мы к ним обратились. Покажем, расскажем, привезем. Посмотрите Сами? вживую. Да. Облицовка, баварская кладка, стена, керамзитобетонный блок. Смотрится дорого, смотрится очень хорошо. Утепление 100 миллиметров по кругу. Ну и Как для внутрь. себя мы строили, да, как для себя, еще раз акцент делаем, мы на совесть строим, так же, как Батырхан. Вообще, людей, которые строят для себя, как для себя, на совесть, по пальцам можно пересчитать в Уфе. Вот смотрите, друзья, мы находимся в входной группе, это большая, огромная входная группа, откуда идет разветвление на всякие разные комнаты. Вот, смотрим, вот здесь вот бойлерная комната. Котельная. Сделали люк также для того, чтобы обслуживать все коммуникации из-под дома. Тут котел, электрический щиток, ну и теплые полы по всему дому. Да, ваши ноги всегда будут в тепле. И вот здесь справа можно сделать встроенные шкафы, мы обычно так делаем. И смотрите, уходим вот направо, огромная спальня, можно сделать как хозяйка. Вид с окна обалденный, прямо на елку, можно ее нарядить. И вам елку даже не придется покупать на Новый год. И также мы сюда проходим, это у нас что, Батырхан? Это у нас санузел, здесь душевая кабинка, унитаз, раковина, даже место остается для шкафчиков и всего необходимое именно в санузле. Да, забыли сказать, дом вообще 120 квадратных метров, одноэтажный. Вот еще у нас вторая спальня, такая же большая, можно под детскую. Также вид шикарный, тишина, спокойствие. Вы посмотрите, обратите внимание, какая тут растет трава. Здесь растет трава, как в лесу, потому что вообще этот участок прилегает к лесу на самом-то деле. Третья спальня такая же большая, уютная, добротная. Ну и не забываем мы про гардеробную, которая необходима в каждом доме, чтобы вмещалась вся одежда семьи. Ну и проходим потихоньку в самую прекрасную часть дома. Это у нас гостиная с зоной Кухни, конечно же, это очень важная часть дома. Женщины проводят время, 80% своего времени на кухне, поэтому она должна быть красивая, уютная. Вот с таким вот окном, допустим, чтобы следить за детьми, где они играют. Вот, допустим, если они на улице там с соседскими детьми, отсюда можно наблюдать. И если они играют во дворе, отсюда можно наблюдать. Кстати, я здесь сделала специально большое окно. Для чего? Здесь, чтобы поставить встроенную кухню. Представляете, вы моете посуду и смотрите на лес или в лес. Сказать надо про окна, про вот эту фурнитуру, которая очень качественная, очень добротная. То, что не будет продувать, и то, что будет служить годами. Да, еще раз говорю, дом построен из качественных материалов, как для себя. Мы топим за качество и переживаем всегда за свой авторитет. Поэтому вы можете не переживать, этот дом будет очень теплый, любую зиму переживет. Ну и вот посмотрим. Именно пирог стены, керамзитобетонный блок, утепление 100 мм, ну а снаружи у нас облицовочный кирпич. Без террасы невозможно в сегодняшнее время смотреть на лес, слышать. И наслаждаться, пить кофе, пить вино вечерами, смотреть на эту красоту, как поют птички. Вот тишина. И чем хорош этот дом? Тем, что Духтар на самом деле это единственный дом в деревне Шмидтова, у которого 10 соток участок. Тут в основном по 6, по 8 соток участок, а здесь 10 соток это во-первых, а во-вторых это с видом на лес, а в-третьих это тупиковая улица, что это очень хорошо для людей, которые любят и ценят тишину и спокойствие. Готовы все коммуникации, электричество заведено. Колодец сделан, выгребная яма готова. В принципе, можно быстро-быстро заклеить обои, постелить полы, натянуть потолки, чем мы тоже можем помочь Да. тому человеку, который данный дом купит. Можем и забор поставить, можем и баню построить, чан, все необходимое для того, чтобы вы заехали просто без забот и жили свою жизнь достаточно хорошо.
Под ключ, короче. И вот Батырхан, конечно, говорит, там 2-3 месяца он врет, он может это все сделать вообще за месяц. У него суперская скорость, и у него отличная бригада, которая по Уфе, не только по Уфе, по Башкортостану, по Татарстану, по всем регионам уже выезжает, строит дома, турбазы, бани. Он, короче, может абсолютно все построить. Данный дом проходит по семейной ипотеке. Нужно поспешить. 1 июля будет меняться ставка семейной ипотеки от количества детей. Где мой слух Харчо? Ты сам сказал, завтра приведешь. Или это был обман нафиг? Сама в город кушать едет. Да, а здесь ты... Сейчас я в город поеду, Батырханман завтракать, а ты будешь кофе пить с печеньками. Вон твой друг привезет тебе. Через поле там 300 метров живет. Че, правда, что ли? Ты через поле пришел, что ли? Конечно, вот в пижаме же. Ты в пижаме пришел, что ли? Конечно. Врешь! Нет, Да вот мне- но действительно там живет. Вот ты с пешком келдің мы. Через... Я Ногайский его парк, забрал. оказывается, вот, если взять это вот, ехать вот так вот чуть Ага. не через город, а пройти вот. Эсерге тигес, Эрик даже пешком в пижаме келіп еткен. Представляете? Вот Ирдарды как можно заманивать, оказывается. В любом виде приедут, в любое место. Только скажи им, что этот аулак и бухло есть, и все, келіп етәләр. Вот, шулай тип, мальчишниктар устраивает типтиге, а там был мужик. С Альбертом хорошо сидеть, весело. Да. И есть о чем поговорить. Альберт, он, да, душевный он. Интересный он. Смешной. Да. Смешной, смешной. Алкаш! Там вот это, Алкаш. я горал долго, блин. Сейчас мы с вами тоже еще Вань снимем. Ага. Зачем ты трогаешь волосы? Блин, я вообще не трогал его. Трогал, шел. Как ты вот справляешься вот с этим вот? Вот сам подумай. Терпение, Железные нервы, что? терпение, брат. Терпение труд, все перетрут. Дома. Ой, Раз ты А пришел... что, мы типа после бани, что ли? Может... Да пофиг! Уже все, достанем. а ты трусы надел, кстати? Я, да? Да, сейчас твои трусы повесим. А давай вот так, где твои трусы? Я одел их уже. Снимай! На стол ходи. Альберт, какое у тебя тупое лицо, как по ее мнению? У него всегда лицо с похмелья. Чего ты врешь? Что ты врешь? Ты ничего не знаешь про меня. Ты ничего не знаешь про меня, Тинемсу? Вот ты даже не знаешь, как ее любовницу зовут. Ты ничего не знаешь про меня, Тинемсу? Ну, я что ты говоришь, что мне... Все, больше не во время не будешь на мальчишники ходить. Когда бы довольный клюв, да? Я хотел бы знать, как его любовницу зовут. Ты вообще не знаешь. Еще самое главное такая, когда пришли, говорит, а мне, кстати, не парюсь, если какая-то здесь баба будет. Я бы тоже хотела увидеть его любовницу, между прочим. Это было бы очень интересно для контента. Вот бы я охваты подняла. Так надо было пораньше приехать. Наверное. Ты честный? Готовь. Ну смотри. Мне кажется, самый добрый человек вообще на этой планете. Мишутка. Мишка косолапый. Китик ма? А если любовник будет? Любовник китали у меня климакс, завтра прям мне бреуда говорят. И такая мертвая тишина, Эрика лицо такое. Нет, бля, слово климакс что означает? Это вот когда климат у нас горячий, как в Таиланде, да, ты знаешь. Альберт, құрыған ағыстарды біз қадып ал, мен келуге, чтобы әдірдап қойғыр соқыр. Яме? Эрик, ты ему помоги. Я помогу, все. Деревья выкопать. Все. Только құрығандарды ғана не алығыз. Құрымағандарды алып қоймағыз. Естігін ме? Я ему предлагал, у меня, говорю, узбеки, если что, сейчас все спашут, здесь все уберут. Блин, давай узбеков. А что там 2-3 тысячи дал ему, они все вычистили, весь огород. Альберт говорит, я сам хочу. ол Мне, говорит, экономить 1,5 тәгел часа уйдет, шайтан. говорит, Ай, на это неме всё. өзіңіздер сопмады, неме істеді мен ана. А, ну бізге бір туалет қадырға керек еще. Мұнда керек ме? Дегенде керек номерін ал узбектардың. Гүлән тиген нағайбыдан дорогана келе берер, өзбектер туалет қалдырған. Неме шап кимейді. Анда ешбірдің дофига. Самое главное еще здесь это кондиционер. Блин, Матизе без кондиционера очень тяжело. Анда, блин, как начнешь бешерге, жерде рақыпсыға, қояш алдан қыздыра, салонда эти, жерде уткада. Представьте, даже уткада. Красные вот эти, они же меховые накидки. Я думала, зимой будет тепло. Но продавец сказала, что типа летом у них жарко не будет. Нифига подобного. Жара прямо густы, капитально просто это греет. Скорость не чувствуется. Очень быстрая, мощная, просто капитально мощная. Разгоняется на раз и два. Ну ладно, я сейчас научилась чувствовать габариты этой машинки.
но до конца все-таки я не могу прочувствовать. А Матис вот просто идеально прям для меня. Я прям все ее прям чувствовала, как будто она слилась с моим телом. Матис вот так было. А это пока еще со мной не слилась. Ею все равно управлять тяжеловато. Чуть-чуть на газ нажмешь, она как ракета. Чуть-чуть на тормоз нажмешь, вот чуть-чуть, да, он уже сразу останавливается. И так резко еще останавливается. Вот просто, знаете, вот нежненько надо. Прямо гриппаган, макна, как будто вот гладишь. Прямо вот так только надо на тормоз нажимать и на газ. Сегодня мы готовимся к встрече двоюродных Альберта со стороны отца. Со стороны отца у Альберта всего 2 двоюродные сестры. Представляете? И больше нет у них двоюродных. И пригласила еще Айгульку с Альфиром, родного братишку Альберта. Стриптиз-шоу! Деревенский стриптиз-шоу от деревенского богатыря Альберта. Даже не умывался, даже зубы не чистил, прикиньте, сразу же начал работать. Конечно, а то придут, блин, скажут, что это, фу, Альберт, ага, что это у тебя, двор зарос травой, капец. А я, короче, буду сейчас мариновать мясо. Знаете, какое мясо я буду мариновать? Конину. Конину, Альберт сказал, в Нуриманском районе конину не едят. Будешь готовить, говорит, для своих этих абзелиловцев, говорит, готовь. У нас же в Абзелиловском районе вообще обожают конину, мы очень много едим конину. Ну вот, а в Нуримановском районе, говорит, конину не едят, потому что конь, говорит, друг человека. Альберт родился в год лошади, поэтому он, жалко ему коней жрать. Ну, что поделаешь, индидустар, мне тоже жалко. Я уже приготовила вот конину, вот такая вот. Я ее помыла, все. Хорошенькая такая конина. Мама привезла с Абзелиловского района. Сейчас мы ее замаринуем. И буду печь я его в духовке. Пускай нуримановцы попробуют настоящую вкусную запеченную конину в духовке. И они поймут, от чего они отказывались, не едя конину. Песня нашей молодости. Татьяна Буланова. Где ж ты, мой свет, бродишь голову в коня? Дай же ответ, что не позабыл меня. Ведь писем нет, вот уже 4 дня. Милый, напиши, напиши. Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне. Прошу я, напиши весточку мне. Хоть строчечку ты напиши. Ясный мой свет, ты напиши мне. Слезою дождя на мокром окне. Ясный мой свет, ты напиши мне. Весенним лучом на белой стене. Хоть строчечку ты напиши. Ты прям вот так запеть, что ли? Мне кажется, это вообще не конина, Дустар. Это вообще-то говядина, походу, дела. Будет похож на 2. Короче, в процессе нарезания мяса выяснилось, друзья, что это вообще нифига не конина. Представляете? Я в замороженном виде вытащила, думала, что это конина, а это, оказывается, не конина. Это инянбаши, простая говядина. Мне хотела, удивить этих нуримановцев, сестер Альберта, замариновав очень вкусные, в духовке приготовив очень вкусную конину. Ну, сейчас придется мне говядину готовить. У нас выбора нету, друзья. Придется, раз мясо разморозилось, готовить говядину. Ну, тоже очень вкусно получится. Короче, я вот на это мясо выдавливаю майонез. С майонезом все вкусно будет. Даже говядина покажется кониной. Потом, короче, я кладу аджику. Аджика любую можете положить. Кутарганцы положим. Вообще-то у нас, конечно, еще по меню шашлык Альберт замариновал. Замариновал он не халяльное мясо. Туда же отправляю соевый соус. И, конечно же, дорогие друзья мои, чеснок. Я везде чеснок сую, обожаю чеснок. И все вот это перемешиваем. И все, друзья, вот это вот замаринованное мясо ставим в холодильник где-то на 3-4 часа. В обед начнем его готовить. Пока пускай в холодильнике стоит и маринуется. Это я стараюсь, чтобы интересные кадры были. Прикиньте, из-за этого поставила камеру в холодильник.
Я люблю красивые кадры, чего уж поделаешь. Интересные кадры люблю, интересные. Еще вот я приготовила, конечно же, кавы из конины. Это уж точно из конины. И потом, смотрите, мы купили свежую картошку. Буду готовить его в жирном бульоне. Жирный бульон от кавы остался. В жирном бульоне, когда картошку готовишь, это очень вкусно. На меня он забросил и ушел с моей сестрой. Ну зачем ты появился? Ну зачем теперь ты с ней? Ну зачем в нее влюбился? Ведь моя любовь сильней. Так любила я, ты кумир, мечта моя. Будем жить с тобой мы вместе, мы теперь одна семья. О боже, прямо молодость вспомнила, а молодость-то прошла. Как моя бабушка говорит, хайда менің яшьлігім. Оказывается, так сильно скучаешь по молодости, друзья. Я вот сейчас бы хотела вернуться в свои 15 лет. А в молодости же вот не думаешь о том, что это самое счастливое время. Назад ничего не вернуть уже. Блин, на ретро-дискотеку захотелось. Хочу на ретро-дискотеку! Итак, друзья, мясо у нас замариновалось. Стояло где-то около 4 часов. Мы его засовываем в рукав. Вот так вот все вот это в рукав мы засовываем. Будет очень вкусно, надеюсь. Надо его равномерно распределить, друзья, чтобы он не лежал. Часа 2 будем запекать. Все, потом, короче, мы немножко его проткнем зубочисткой, предварительно почистив зубы. Нет, конечно же, голдаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, хватит, наверное, 7. Ладно, 8, черт с ним. И ставим в разогретую духовку на 200-180 градусов. Выпекаем около 2 часов. И еще, друзья, гостям приготовим очень легкий салатик. Этот рецепт я миллион раз вам показывала. Закусоночный салат на закуску. Вот кто пьет спиртные напитки, под него вообще на ура уходит. Для этого понадобится нам чеснокодавилка, чеснок, потом понадобится сыр, вот твердый, и потом морковка. Я вот морковку всегда вот так мою и сую в холодильник. И понадобится нам майонез. Легкий салат, вот когда к вам люди нежданно-негаданно гости нагрянут и толяривают, тогда вот этот салат просто за 5 минут можно приготовить. Вот, через крупную терку морковку пропустили до старта, потом пропускаем сыр. Вот я целую пачку, я даже 2 пачки, наверное, пущу. Стараюсь делать 60 на 40. Имеется в виду 60% морковка и 40% сыр. Все, сыр пропустили, морковку пропустили, осталось чеснок пропустить через чеснокодавилку. Потом у всех гостей изо рта будет вонять капец капитально, конечно, столько чеснока еще. Осталось заправить майонезом, друзья, и перемешать. И все, салат, закуска готов. Мы, короче, новые гирлянды купили на Вайлдберрисе, решили повесить вот такие вот, смотрите, какие лампочки такие маленькие, красивенькие. Альберт не знает, конечно, как вешать, что-то ему не нравится. Что тебе не нравится, Альберт? Ну, как-то не презентабельно. Не презентабельно? А и какой-то, бля. А то ты вины калдрам. Времени уже. А? А его надо помыть, наверное. Ну, как его помыть? Смотрите, какая грязная, друзья. Капец сосал. Вообще. А когда мы сюда не сидим, аппак утро. Они сейчас бандалы екен. Грязно дома. Нет, мында, наверное, пыль сала. Ты когда пыль своим. Целый день слушала Татьяну Буланову и захотела пойти на концерт Татьяны Булановой. Альберт, баран минимум? Нет. Еще? Никогда не любил? Кителе. Пойдем вместе пойдем. Может, концерт будет где-нибудь. Может, Москва, Питер, да. Хайда была шумда барават. Иди. Это же интересно, Альберт. А? Альберт. А? Я не люблю нытье. Нытье? Нет, Татьяна Буланова нытик, что ли? Нытик что ли? Нытик? Ох, Вот какой эти животик. люди, Вот эти песни. У тебя животик, как у Карлсона, Альберт. А как его еще жизнь? Нормальный живот. Пухленький такой мотор на животик. Решили сидеть на террасе, потому что погода позволяет, пока дождя нету.
Ну, блин, тучи, конечно, идут. Ну, ладно, если что, домой зайдем. Но на террасе мы еще гостей не принимали. Хоть одно лето надо принять гостей на террасе. Вот наслаждаться цветочками, деревьями, комариков кормить. Ну, мен бит еще Кустанайская берега заказать-то. Апайдарың, сіңлілерің первый раз же приезжают. Пускай этот... Обидятся пирогом, да? Обидятся пирогом. Заказали еще пироги от фабрики пирогов. У них очень вкусные пироги. Вот заказываешь, да, вот, и не стыдно перед гостями. Вот даже сам ты так вкусно не испечешь, как вот пекут они. Все-таки они вот профессионалы. Кстати, я пробовала заказать у других пироги, но меня не зашло. Вот честно говорю, да, не зашло. Я даже разочаровалась. Отзывы хорошие были. Я поверила, заказала. И прямо так расстроилась, прямо не могу. Потом думаю, нет, лучше только фабрика пирогов. Пускай чуть-чуть дороже, но, блин, они все равно, блин, вот на совесть эшлейдер. Честное слово, на совесть эшлейдер. Тәмлейтіп эшлейдер. Мен уже эти фабрики пирогов, да, вот сколько, 5 лет, наверное, их знаю. Я всем гостям на гостинице раздаю. Все мои, ни одно застолье мое без фабрики пирогов не проходит. У меня мама Кур'анаштары Уткара тоже им заказываю. Кайна вот Уткара тоже, Туган Гундар Кур'анаштары тоже туда заказываю. Очень много вкусных сладких пирогов я заказала. Вот, у них даже, вот смотрите, у них даже упаковка очень такая красивая. Вот, смотрите, взял вот так вот и пошел в гости, да, и на гостинице вот такую вот коробку взял пирога. Всем понравится. Офигительно вкусные. И не стыдно с такой коробкой нести. Очень красиво. Как будто подарочные коробки, да? Блин, еще что ли? Это еще не все? Ням большая. Что ты мне переборщила, походу? Блин. Фалан до хрена. Пойма. До хрена тоже, но Ты холодильник включать, тахненько хуя уже. Двоюродные 100 лет не виделись. Они даже друг друга не знают почти. Забыли, как выглядят двоюродные, называется. Все, что ли? Все, вас мало, вас двое всего двоюродных. Покажи, что я привезла. Зелень ты просила. Спасибо большое. И варенье мое. Варенье уже. Сама скоро буду отдавать, раздавать. Рахмат. Айда, өтеге. На улице будем, на террасе сидеть будем. Этот, мама передала тебе руку? Спасибо большое. Спасибо. Я говорю, рассказываю подписчикам, я говорю, сейчас двоюродных будем собирать. Я говорю, придут Альберта двоюродные. И такая, сколько, начала считать. Я говорю, раз, два, и все, говорю, больше нету. Вот так, вас мало, блин, редкий вид. Редкий вид Шайх Исламова, хай. Вот, смотрите, какое красивое блюдо я вам приготовила. Это, короче, куавы. Это говядина в духовке, замаринованная в очень вкусном рецепте. Это свежая картошка, приготовленная в жирном бульоне. Картошка кириллская, свежая. Вчера только выкопали. Да, картошка свежая, прикинь. Да. Мешок 500 рублей стоит, блин. Вот, достар, наконец-то, Альберттың двоюродные собрались, все в сборе. Вот их всего двое. Вот Алина и Элина. Все. Еще тапкиля. Элина, Алина. Всего двое двоюродных. Это со стороны папы. Элина, Алина, да. Мы вчетвером на А, получается, она на Э. Ага. Со стороны мамы побольше. Потом будем собирать их. Там капец. Все. Застолье объявляю открытым. Сразу панкреатин ise. Ашар алдынан даже. Мин, Альберт, Альфир. Бұлар еще яштар әлі мұна бұлар. Ене панкреатин древен. Нет, я уже выпила с утра. Бұл уже есіп кейген панкреатин. Біз ғадыр қонаққа панкреатин ғана себе. Удобно что? Альберт хотел дома сидеть, говорит, не влезем здесь. Вот же все я влезем. хотел берлоге. Вот берлога надо. Я туда таскать не захотела. Ну в следующий раз. Нет, я сейчас там буду сидеть ты. Альберттың берлога, она. Там зимой интересно, когда этот печку разжигаешь, да. Короче, я Шайх Исламов, она Шайх Исламова, а Альфир, блин, Ойрат Шайхил Исламов. Почему так? Мы близко не родня. Вы вообще нам не родственники, ням башкары. Да, что вы вообще приперлись? Да. Короче, ошибка. Так нет, подожди, а у кого фамилия правильная тогда? У тебя? У деда Шайх. У нас не... Шайхил Ислам. Нет, Без. из И.
А, у Как нас мы, правильно. как мы. Мы правильные, Шайх Алисламовы. Вас вообще не знаю. А, тоже, да? Это мы неправильно. Альфирман, Айгуль, оказывается, они не родня нам. Они Шайхи Исламовы, представляете? Ошибку, короче, это в паспортном столе сделали. Эй, зачем здесь сняли обувь? Тут внутри, вот здесь. Нам сказали, что тут хорошо зимой, значит, приедем зимой. Зимой приедете, Аллаха. Мы зимой в основном здесь тусим. Вот тут разжигаем этот камин, печку. Прям так и мечтали вот эту печку поставить. Инда. Ой, вообще классная. А ты зеркало специально сюда поставила на себя смотреть? Да, любоваться собой, чтобы. Вот так в зеркало смотришь и любуешься. Айгуль, давай любуйся собой. Включить? Только надо любоваться, когда ходишь. Хадыр мунсаға айнып кеттілер, қарақыдар. Бір ешіктен келіп сықтылар да, білен. Виз қарап сықтылар, дүнияны инан баштары, білен. Господи! Ревизия, точно. Я предлагала греть, у всех бани есть, сказали. Да, вообще классно. Виз текшерділер. Ладно, дровяник-то кися, блин, хэпрып сықтым, блин. Я так и знала, я знала. Альберт, я тебе вчера говорила, давай уберемся, блин, здесь. Сказала, что все будет смотреть. Да, экскурсия будет. Ладно, успели прибраться в бане. А то анда Альберттың, блин, весь бутылкалары валяться итейни. Шашлык готов. Мы пока ванда Элинаман секретничали, уже шашлыки пожарили эти. Мы вам косточки перемывали вообще-то. Всем Всем перемыли, всем. Даже Финату. Новому Кияву. Я остановился отдохнуть на 3 минуты 9. Сенек башы белән бәрде дә миңа, фашист малай иде. Фашист не умеет работать, не умеет бәрде. А кто был, когда мы ехали на сенокос, наверху кто-то был, выступал, а потом... Вспоминает свое детство. Про картайку вспоминает. И в машине змея была еще. Он кажется, мы кого-то подвесили, помнишь, Хаматуровой Желекаса? Он головой туда в лужу провалился. Это вообще... Сенокос был, конечно, огонь. Мы с тобой маленькие были, Да, помнишь? в машине. Нет, там такой выступил деревянный. Рул, по-моему, тонул или что-то вытащить, короче, пытались сверху ему закидывать. Помнишь? Альберта? Фотографии. Альберт тонул, и чё? Альберт тонул, а вы ветками закидывали, да? Он не мог, да. А, Выпьем за хозяина и хозяина этого дома. Хочу пожелать одного и выпить за это. Я хочу, чтобы в этом доме царила гармония, уважение, любовь, чтобы только были хорошие вести, чтобы были хорошие люди, чтобы вы кайфовали от каждого дня и чтобы работа приносила вам только кайфа в жизни. Вот, это то, что я желаю, пусть так будет. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы нас позвали. Теперь сейчас скажет Алина. Спасибо. Спасибо большое, мои дорогие родные, что вы нас позвали. Мы очень-очень редко собираемся. Хотелось бы, чтобы мы все-таки виделись почаще, потому что родные все-таки самые близкие люди наши, которые у нас есть. Вот. Всего вам самого крепкого здоровья, всего вам самого хорошего, чтобы все ваши мечты, цели, планы осуществлялись. За семью, давайте за семью. да, за семью, давайте. Со своими компотиками. Завтра кишки мыть. Будешь домой кишки. Возьми вон девчонок. Да. Поехали, девчонки, кишки мыть. Алина, пойдешь кишки мыть завтра? Почему? Я не люблю такое. Как это не А любишь? кушать А любишь? кушать? Мам, ты не любишь, что ли? С кишками. Блин. Ирина, Нет, меня вырвет. Нет. как тебя вырвет? Нет, конечно, я уже этот процесс прошла. Меня после этого туда не берут. Нет. Альберт, ты же любишь кишки, значит ты поедешь мыть кишки. Нет, Поехал ой, бы, да. кошмар какой. зовет, скажи? Я, мама, Да вообще кишки моют зимой. Вот именно, какого черта кишки моют зимой? Какого черта летом вы моете кишки? Они уже зимние все съели, понимаете? Зимние кишки сожрали, лагадры летние хотят. Эй, стойте! Что, до такой степени домой бегут, аж меня не ждут, блин. Подождите! Уфалак! Куда вы собрались-то? Альберттың машинаны не утром алдылар бұлар бітәлі. Ладно, мы ее забираем. Все, давай, Завтра пока. вернем. Альберт машину забирает. Этот. Завтра Альберт, вернем. арендаға сдавать ты, малля.
приятно. Тебе Блин, гостиница. серьезно, что ли? Мы ж пошутили. Мы ж пошутили. Я вообще-то так и заказала для всех. Синя yok. Тигем. Это кайтмайсың бит әле. Да, нет, еще 5 минут мы. Ну могли бы ее отвезти. Там 20 минут разница. Домой люди хотят. Меке, кайтмайга зовут. Нам же ждут уже поедем. Ой, А что мы стоим как боже. суперприз, блядь, Я не получили? знаю, что вы как будто суперприз получили. Всё, хватит. Все, пироги получили, можете домой ехать. Да, уе. А мы еще не уезжаем. Да-да-да, не уезжайте, конечно. Я не знаю, что вы торопитесь, какого черта? Детское время еще, даже хуя что утрмагам, блин. Пока. Рада была познакомиться, Финат. Давай, пока. Ага. Впервые Киеуды увидели, вот. Не видели. Альберт впервые Киеуны увидел, да, Альберт? Батас, десейді Киеу түгілінде ол бізге. Киеу болайын дегене. Спасибо Пока, большое. пока. Спасибо за приглашение. Вам спасибо, что пришли.